Совершенно секретно начальнику 16-й отдельной Воткинской дивизии, вследствие доклада мне командующим 2-м батальоном о подозрительных фотографических группах в доме, где помещается командующий 2-м батальоном штабс-капитан Корегин, деревня Большая Кивара, Калистрата Соломенникова, я приказал штабс-капитану Курагину комиссии в составе 3 офицеров произвести обыск в этом доме, арестовать тех лиц, в отношении кой найден материал, дает достаточные данные к аресту. Обыск дал неопровержимые данные, по которым Калистрат Соломенников, мною, как важный преступник, представляется вам под конвоем прапорщика Веслицкого и ординарца Южанина. В числе документов 6 и 11 дают повод предполагать, что Калистрат Соломенников является, если не соучастником, то осведомленным лицом дела убийства государя Николая II и царской семьи. Справка с начальнику штаба 15-го стрелковой Воткинской дивизии за номером 024, 21 мая. Прилагается фотогрупп, сшитые документы, всего 20 листов, 5 визитных карточек, пачки и акт ареста. Командир 4-го стрелкового Воткинского полка, полковник Атамар Штейн, село Кельчино. С подписью «Вверено судебный следователь по особо важным делам Николай Соколов». Николай Соколов является важным, главным следователем от лица белогвардейских войск, назначенный адмиралом Колчаком, провозглашенным царем сибирским. Именно он и вел основное расследование и допрашивал всех соучастников и свидетелей, выживших того времени. Значит, начнем наше повествование с того, что в ночь с 16 на 17 июня 1918 года была осуществлена казнь Николая II и всей династии Романовых, основной династии Романовых, в городе Екатеринбурге Ипатьевского дома. Значит, я немного углублюсь в причины, приведшие к смерти царской семьи. Ну, постараюсь максимально не оправдывать его как правителя и не сильно обвинять его. Но, в принципе, на мой взгляд, ошибки, которые совершил в ходе своего правления, они велики. Так и Столыпинские реформы с насильным переселением крестьянства, медленная образовательская реформа. На момент правления Николая II введено только обязательное 3 класса образования. Ну и главное, это растущее расслоение в обществе. Кто-то добавил бы 4-й, отсутствие перспектив. Ну, с этим я бы не согласился. Вот на примере даже произведения Анатолия Павловича Чехова «Вишневый сад» становится понятно, что человек из простого класса, буржуазия уже уходит, дворянство, точнее, уходит, заменяет ее буржуазия, растет купеческий класс, и у простого человека появляется возможность выйти в люди. И изучая архив Воткинского завода, его работников, мне тоже понятно, что грамотный человек, образованный человек или стремящийся к знаниям на Воткинском заводе мог легко попасть в мастеровые. За счет государства он переводился на обучение в Санкт-Петербург, становился горным инженером и в дальнейшем становился зажиточным человеком. В принципе, свидетельствует тому, что в городе Воткинске и Ижевске много каменных домов, не только купеческих, но и принадлежащих горным мастеровым, выходцам из простого класса. Поэтому говорить о том, что царская Россия – это невозможность каких-то дальнейших перспектив, отсутствие перспектив и дальнейшему росту, нет. Такого нет. На мой взгляд, все-таки причины падения Николая II императора, их 3. Первое – это угодить всем. В первую очередь угодить аристократии своим чиновникам. Это ведет, на мой взгляд, к большой коррупции среди чиновников, неисполнению должным образом его приказов на местах. Ну, примером может служить даже вот русско-японская война, которая обнажила отсталость нашей военной промышленности и, в принципе, недостаточное, наверное, грамотное руководство военными действиями на море. Вторая причина – это инфантильность в государственных делах и недостаточно внятная позиция во внутренней политике. То есть уже начиная с 1905 года пресса
а она уже существует, достаточно сильная независимая пресса, финансируемая не только внутренними реакционными силами, но и внешними, начинают принижать достоинство императора, обвинять его в поражении в войне. Очень сильно спекулирует, и, мне кажется, самый главный удар по репутации царской семьи нанесла связь с Григорием Распутиным. Вот. Карикатур на эту тему выпущено было множество. И нивелирование значимости царя, то есть раньше он был там помазанником Божьим, избранным. Здесь его значимость как человека, его приводят сначала в ранг, низвергают простого человека, а потом какого-то грешника и недалекого человека. Ну и третья, главная причина, это ошибка при действиях восстания 902 года. В предыдущем фильме я об этом говорил. Восстание 905 года, когда он внятно отказался вступить в диалог с рабочими и отдал подавление восстания, но своим властям, силовым, которые, естественно, стали пренебрегать силовыми методами. Не пренебрегать, а излишне, на мой взгляд, были применены карательные меры. Не только аресты, но и кровавое подавление восстания 905 года в городе Санкт-Петербург. Это дало повод, первое, это дало повод рабочему классу мстить за своих погибших товарищей. И второе, наконец-то, наверное, основная масса людей, это не только рабочий класс, но и крестьянство, оно составляет основу государства, это основной сословный слой Российской империи. Именно они понимают, что царь уже не является тем каким-то той фигурой, которая обманута или вводится в заблуждение министрами, местечковыми правлениями, а он возглавляет эту всю систему репрессивную. Это и послужило, в общем-то, наверное, базой или основными причинами к падению монархии в России. Но все-таки, изучая его историю, что для себя пытался понять? Для себя пытался понять, почему за одних лидеров люди готовы сражаться и умирать, а других предают самое ближнее руководство. Ведь по факту, кто плохо изучал историю, а таких, в общем-то, в моем окружении много, принято считать, что большевики и коммунисты свергли царя. Нет, его свергли, в общем-то, собственная монархия, собственное ближнее окружение. Это было для меня не секрет, но вот изучая архивы в библиотеке, для меня некоторым таким удивлением, приятным, неприятным, но удивлением стало то, что в момент прибытия в город Санкт-Петербург, когда все части перешли на сторону мятежников, его личная гвардия отказалась его защищать. Она спокойно, без боя передала его в руки временному правительству. Еще не сформированным, но уже будущему временному правительству. И ведь действительно, это же были потомственные дворяне, его ближайшая охрана, которые не одно поколение служили верой и правдой царю. И даже они отказались его защищать. И действительно, ведь одна пулеметная рота бы решила, наверное, вопрос, предотвратила бы падение монархии, защитил бы Николая II. Но проблема в том, что на всю Россию не нашлось этой пулеметной роты. Никто из прибывших частей не стал защищать его, и все. Монархия пала. По факту на тот момент произошла бескровная революция. И вот другое. В принципе, падение монархии произошло, но это не самое главное. Самое главное, что по факту смерти царя
Временное правительство точно не желало. Керенский пытался его всеми силами, пока у него сохранялась власть, какое-то влияние переправить в Англию. Все его дворяне в ближнее окружение, они же выходцы из дворян, все, кто свергли его, даже не хотели его ареста. Они вынуждены были на это пойти под влиянием давления со стороны протестных масс. Люди хотели суда. Но ведь суда не было. Царя казнили по факту, зачитав ему какой-то приговор, созданный местными властями. Москва по факту хотела публичного суда, публичных обвинений, в результате которых наверняка бы Николай II был казнен, была бы казнена его супруга, но дети, скорее всего, и слуги не пострадали. Но его казнили всей семьей, и казнили именно выходцы с Урала, то есть вот... Они были выходцами, да, там непосредственно приговор производили в исполнении жителей Екатеринбурга. Это была отдельная бригада, состоявшая из латышей, но тем не менее именно арест и невыдача Москве царской семьи, инициатива шла именно от Екатеринбурга. И екатеринбургские рабочие, в общем-то, они комитет, коммунистические активисты, они первыми настояли на том, что царь будет у нас, что мы здесь решаем, что Москва пока не главная. Они, кстати, не признавали авторитет Москвы. Думаю, если бы царь был судим, и царская семья была судима в Москве, то, возможно, вся семья, оставшаяся, избежала бы участи, потому что невыгодно было казнь всей царской семьи. Тогда угроза интервенции уже назревала, и Москва понимала о том, что расстрел семьи без суда и следствия может привести, даст повод к вторжению. Вот, потому что и Николай II был двоюродным братом монарха Генриха Англии, и его супруга была царских кровей, принадлежала к немецкому царскому правящему классу и к роду. И их казнь, скорее всего, была неизбежна, но сама семья, их дети, тем более слуги, избежали бы этой участи. Но, тем не менее, вот Урал, в том числе, как я вот сейчас выяснил, и жители города Воткинского района принимали активное участие и, в общем-то, выполнили приговор с каким-то удовольствием. При этом, изучая дела расстрельной команды, я понимаю, что люди... Не было таких прямо причин быть обиженным на власть, но, тем не менее, они больше всего жаждали крови. Крови они, кстати, потом и получили. В принципе, больше всего, как и полагается, пострадал Урал. Мало того, что исчезло тотальное финансирование, получилось тотальное обнищание и голод на Урале, да и на Поволжье, это известно. Вспыхнуло массовое насилие, такое тотальное. Изучая документы, в общем, в книге я нашел более 600 разных документов, свидетельств о том, какой беспредел здесь творился, полная анархия, безвластие, и беспредел был своих против своих. Например, на теперешней улице Ленина портной, который отказался обслуживать солдат, в общем-то, ему отрезали голову, то ли кривой саблей, то ли пилой, только за то, что он там бесплатно отказывался выполнять какую-то работу. И бои, которые вспыхнули на Урале, они были кровопролитными. В них принимали участие с той и с другой стороны по 30 тысяч человек, погибших. В общем-то, и насилие шло. Поначалу погибших было не так много. Там при свержении советской власти погибло не больше 120 человек. Но последующий приход Колчака, его возвращение, уже жертвы исчислялись тысячами. И это трагедия города для Воткинска, потому что, в принципе, коренных воткинцев так и не осталось. У нас сейчас проживает население, но потомственных воткинцев в этом городе нет. На момент прихода, после ухода Колчака снова и восстановления советской власти, было только 700 человек, проживающих в городе Воткинске. Остальные ушли в Харбин, но об этом я уже говорил ранее в первом и втором фильме. Вот. В третьем своем фильме я, конечно, рассмотрю более подробно события тех времен и попытаюсь разобраться,
А почему? Что привело к насилию? Потому что, по факту, отречение царя, оно проходило бескровно. И каких-то реакционных сил тогда активных не было, которые провоцировали к насилию. Но так случилось. И об этом пойдет речь в дальнейшем фильме. Пока все. И вот я снова в Ижевске, вернулся в путешествие. Здесь мне пришли новые мысли, и я все-таки дам ответ на вопрос в окончании, почему же произошла такая трагедия для монархии и такой революционный переворот. Почему возникла волна народного гнева, которая привела к казни монархии, всей его семьи, аристократии, смерти офицерства, массовым казням, которые коснутся казачества и, в общем-то, зажиточной части населения. Все это случилось, стало причиной, в общем-то, реакции властей на переворот 1902-1906 года. Вот. Реакция была такая, что царь не дал, в общем-то, распоряжение, не стал разбираться сам, а дал на откуп военным. Как военные разобрались с народом? Народ шел за правдой, а получил пули в ответ. Вот. Что пишут о Филинской трагедии, газете тех времен? Это официальный источник. В Прибалтике после проведения восстания командовал штабс-ротмистр Карл фон Сиверс под командованием генерала Безобразова. Это его результаты действий вошли в расследование как Филинская трагедия. По приезду в Исляндию, в город Филин, фон Сиверс приказал выдать ему список революционных элементов. Не получив такового, он сказал выдать мне список всех подозрительных лиц. Подозрительными лицами оказались 22 заключенных в тот момент в тюрьме и 22 заключенных, точнее 22 неблагонадежных элемента. По его приказу за городом была вырыта траншея, и все 42 человека были доставлены туда, и со связанными руками по 5 человек был произведен расстрел, где фон Сиверс лично добивал из своего личного оружия выживших. И это только начало. Также под ним уже были проведены другие расстрелы по приезду в Люберцы. Вот. Что пишет, например, об расстрелах Семеновского полка Василий Климов, полковник Василий Климов, военный офицер. Он сильно возмущен тем, что расстрелы производились военными по законам военного времени. На тот момент русско-японская война 1905 года окончена. Какое военное время? Военного времени нет. Но по законам военного времени в Семеновском полке во Владимирской области было расстреляно 150 человек. В Орловской области 68. Про Москву это было вообще не в счетах, то есть про Люберцкую трагедию здесь написано, что 150 человек только официально. И таких бумаг у меня набирается на 130 человек. Что пишет в своих воспоминаниях Василий Климов? А это, надо понимать, отставной полковник, принимавший участие в боях и закаленный в сражениях, и относящийся к офицерству. Да, правда, офицеры собственноручно расстреливали революционеров, добровольно возложив на себя это дело, без судов, по заранее составленным спискам. Что такое, куда мы пришли? Я простой обыватель, далекий от всякой политики, не мог заснуть всю ночь, прочитав в газетах известия о расправе. Во мне все кипело. Я первый раз в жизни берусь за перо, для того, чтобы дать ход овладевшему мной чувству негодования. Если я старый человек, возмущен до глубины души, то что должны чувствовать тысячи, и десятки, и сотни тысяч молодых горячих голов, слушая повсеместно, по всей ширмой Руси, передаваемые из уст в уста подробности расправы над восставшими. Что касается телесных наказаний, которые происходили при первом моем фильме предыдущем, когда я рассказываю про восстание 1902 года, как они проходили. Ивными прутьями порвали людей. Причем в наставлении про телесное наказание было сказано, что человек способен выдержать без вреда для здоровья 400 ударов. Как же в реальности происходило? На 20-й удар кожа с человека слетала, люди были просто... спина превращалась в фарш, люди умирали там на 100-м ударе, били жестоко, беспощадно, били женщин и детей. Среди расстрелянных, опять же, забыл сказать, что были 15-летние дети. Армия подавила восстание жестоко, было сожжено несколько деревней. По
окончанию карательной экспедиции фон Сиверс издал такую директиву, что крестьянам при встрече с барином шапку снимать, иначе быть поротым, газет не читать, обнаруженная газета в доме, вы подлежите телесным наказаниям. Неудивительно, что народ это запомнил и понял, что его восстание и первая революция вложила в мозг одну идею. Теперь можно убивать своих. Своих уже не жалко. Свои это чужие. Что написал об этом Блок в своем стихотворении в 1907 году? «И мы поднимем их на вилы, мы в петлях раскачнем тела, чтоб лопнули на шее жилы, чтоб кровь проклятая текла». В общем-то, народ получил урок, что власть против него, что власть отстаивает интересы только небольшой кучки аристократии. Офицеры не с народом, они не защищают их от внешнего врага. Офицеры защищают власть. И офицерство и казачество захлебнется в крови. Казаки тоже принимали участие в восстании, подавлении восстания. И нелюбовь народа, особенно здесь, в Сибири, на Урале, к ним очевидна. Поэтому неудивительно, что здесь, на Урале, несмотря на то, что здесь процветающий край, народ получал хорошие оборонзаказы, оружие ковалось, заказывались паровозы, пароходы, якоря, цепи, лафеты для оружия, стрелкового оружия. Народ эту информацию через газеты получал и, в общем-то, сам здесь был сильно наказан. Да, здесь обошлось без жертв, но порка, унижение народом запомнилось. И когда пришел момент, люди спокойно пролили кровь монархов и всех, кто его защищал. Поэтому здесь первое время до Ижевско-Воткинского восстания красная власть не встретила никакого сопротивления. Она была принята не то чтобы на ура, но никто не стал защищать старый режим. Приняли его хорошо. Вот об этом моя история. Следующий цикл будет уже непосредственно Ижевско-Воткинское восстание, Колчаковское движение. Кровь польется в две стороны, пролитая кровь офицеров обернется в большой трагедией крови здесь. Здесь будет город переходить дважды друг в руки. Убитых будет много. Много сражений. Сильных, славных сражений здесь. Не было все мирно написано, как вот рассказывают. Официально воспринимается здесь жителями, что здесь все было тихо мирно. Здесь конные полки, 30 тысяч кавалеристов атаковало Воткинский район, чтобы взять. Рокоссовский здесь начинал свою карьеру. Об этом в следующем фильме.